признании бывшего надзирателя одного из лагерей Восточного Туркестана разоблачили ложь китайских властей. 39-летний Баймурат Джунгай, бежавший в Казахстан, подтвердил, что лагеря политического перевоспитания ничем не отличаются от тюрем. Он с сожалением признал, что только за год задержал и отправил в лагеря большое количество мусульман в возрасте от 13 до 80 лет. По его словам, в лагеря попадают в первую очередь мусульмане и те, кто связывался по телефону со своими заграничными родственниками. В районе Бафра турецкого города Самсун прошел протест против китайской политики в отношении уйгуров, организованный местной гуманитарной ассоциацией. Помимо этого, в Стамбульском районе Зейтинбурну и районе Чукурова в городе Адана прошла выставка фотографий, посвященная геноциду, с которым столкнулся народ Восточного Туркестана. Китайское правительство разработало мобильное приложение для распространения идей Си Цзиньпиня. Приложение Шуйси, которые будут обязаны загрузить на свои телефоны свыше 90 миллионов членов Компартии, обошло WeChat и TikTok. Название приложения означает «Делай мощное государство». Министры иностранных дел стран Персидского залива и арабских республик на конференции в Варшаве встретились с Нетаньяху и представителями США и обсудили вопрос иранской угрозы на Ближнем Востоке. Нужно отметить, что на конференции в столице Польши, организованной США, министры некоторых арабских стран впервые сели за стол переговоров с премьер-министром Израиля. После занятия террористами ЕПГ и ПКК позиции ИГИЛ на востоке Ефрата, игиловцы сдались американским военным в Дейр-эз-Зор. По сообщениям местных источников, боевиков и их семьи перевезли в нефтяной район Аль-Омар, который американские силы используют как военную базу.